Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». В сегодняшнем выпуске хочется вспомнить ингушского художника-живописца Гази Магомеда Даурбекова. О подробностях его детства, обучения в Ленинграде и творческом пути нам расскажет гость программы, доктор исторических наук Зайнеп Царахова. Приветствую вас. Добрый вечер. Зайнеп Магомед Тагировна, какими фактами из детства Гази Магомеда мы сегодня располагаем? Гази Магомед Даурбеков был в числе первых художников из народа. Первым профессиональным художником был Хаджибекар Ахриев, затем Гази Магомед Даурбеков. Родился Гази Магомед в селении Барсуки в семье Албаста Даурбекова. Мама у него была рукодельницей. Внимание было к ребенку, и ребенок сам был таким необычным. С детства умел и желал что-то создавать руками, рисовать. И, конечно, на это обратили внимание уже когда он был мальчиком еще. Он учился сначала в арабской школе, и это осталось в нем тем, что он на арабской графике писал просто даже ингушские тексты. И чуть погодя уже он сменяет направление, он поступает в школу и оканчивает Назрановскую школу. Затем было реальное училище, и позже уже, когда здесь уже установилась советская власть, и все-таки желали отправлять учиться юношей и девушек, внимание многих сосредоточилось именно на Гази Магомеде Даурбекове. Он талантом своим, просто как бы на себе остановил внимание, и его отправляют учиться. Он оказывается в северной столице. В те годы, когда в Академии художеств, там названия меняются, вуза, но тем не менее это в продолжении сегодня существующее высшее учебное заведение. В работе этого вуза происходит изменение, происходит ломка прежних каких-то традиционных устоев. И он переходит с одного курса на другой. Но в то время, когда он настоятельно искал свой почерк в живописи, в скульптуре, он берет уроки у сильных графистов, у живописцев. И все это вырабатывает в нем свой стиль работы. Какие темы поднимал Даурбеков в своих работах? В 1930 году он окончил Академию художеств и возвращается на родину. И сразу же оказывается в центре интеллигенции, которые видят в нем глубокий талант, и тут же он начинает работать. Конечно, в рамках художественной работы. Он иллюстрирует первые школьные учебники, и их было более 10 учебников. Через эти иллюстрации он показывает быт и жизнь своего народа. И удивительно, когда сегодня мы поднимаем его работы, те же книги, которые он иллюстрировал, мы видим, сколько информации он давал и в то время, и сохранил для потомков потом. Обратите внимание, как художник-иллюстратор, в книгах он показывает и ткацкие станки, и станки, на которых ткали сукно. Он показывает, как обучали ковроткачеству. У нас же только о ковроделии говорят все время. И ковроткачеству обучали, и вышивки. Буквально все виды ремесел показаны в детских учебниках. То есть он работу начинает с иллюстрации, он уже начинает потом иллюстрировать книги, и потрясающим образом вкладывает туда огромную информацию, и дети запоминают, и сегодня открываем, и читаем много. Тут же в 1931 году он принимает участие в работе драматического кружка. Обратите внимание, он все время в центре и своих коллег и друзей. А интеллигенция тогда была вместе, и писатели, поэты, драматурги. И он в числе этой труппы выезжает в Ростов на Олимпиаду в 1931 году. Он выставляет картины вместе со своим коллегой Хаджибекаром Ахриевым. Они вместе создают эти декорации, костюмы, оформляют сцену, но это было просто блестяще. И получили тогда признание через спектакль, который поставили. Что интересно, он здесь же в 1931 году исполнял на музыкальном инструменте, на дахчин-пандыр, и пел песню. Текст этой песни нам привез наш земляк Бешнах Газиков. И в этих словах мы видим столько патриотизма, в словах, которые пел Гази Магомед Даурбеков. То есть знайте себе цену, знайте свои корни. Возвращается он снова, и в том же году его отправляют на курсы краеведения.
после окончания которых он начинает работать в Музее краеведения, где уже работает директором с 1932 года Хаджибекар Ахриев. И вот с этого времени у них начинается уже более такая активная работа и в Горной Ингушетии. Это вот первая экспедиция, когда они отправились вместе. Это Хаджибекар Ахриев и Гази Магомед Даурбеков вместе с Семеновым, Яковлевым, Мальсаговым. То есть он работает вместе со всеми учеными, они общаются и выполняют огромную работу. Сегодня вот когда мы поднимаем, мы видим по записям наших археологов, какими все-таки были ответственными наши художники, которые понимали, что они не только рисованием занимаются, но они и летописью народа заняты через свое творчество. Нужно отметить, что Гази Магомед Даурбеков был прекрасным живописцем. Он писал как акварелью, так и графикой. Но вот большая часть его работ все-таки была написана в технике графики, тушью. И он очень так вот тонко работал в технике грюзаль. У нас сегодня не работает вот в регионе, во всяком случае здесь, вот в нашей республике, именно в технике грюзаль, когда через несколько тонов, черно-бело-серый, умеет такие вот образы создавать, композиции целые писать. А есть у вас примеры из как это делал наш Гази Магомед Даурбеков. Ну вот картины, допустим, и этнографического характера. Это вот черно-белые цвета, как он умеет объемно и как он умеет глубоко передавать свет, состояние, тень, эмоции, все. Я просто вот не останавливаюсь на каждой картине. Он пишет этнографические картины. Это и примирение кровников. Прежде чем передать вот этот сюжет, это надо изучить, это надо чувствовать все то, что происходит в жизни. Он передает и труд, как жили в горах, вот как косили. Вы посмотрите, он показывает, что вот нужно было подвязаться, чтобы по откосу можно было косить. То есть и техника писания, и вот, сюжет, который он выбирает, очень много и глубоко говорят о нем. Конечно, нас интересуют и те картины, сюжеты, которые сегодня, к сожалению, оказались далеко. Я еще надеюсь, что мы их найдем. Сохранились копии его рисунков в архиве Музея краеведения. С благодарностью отмечаю труд Бека Абадеева, который передал свой архив, где тоже копии сохранились картин на этнографические темы. Так вот эта работа «Похороны» была обнаружена мной уже в каталоге Российского музея. То есть работы его говорят о жизни, о традициях, о культуре. Есть работы сватовство, есть работы, касающиеся просто жизни, допустим, тема многоженства. Она была не очень модна, имела место, но все-таки это было не очень так принято и не очень так распространенно. Трагедия этого момента, то есть нежелательность. Все это он очень тонко умел показать. Но надо отметить, что все-таки в его работах огромное место занимали темы исторического характера. Это тема революции и гражданской войны. Это события, которые проходили в нашем регионе. Это и Нассашкорский бой, и Далаковское сражение, и Искемский бой. И знаете, что меня удивляет, когда я смотрю на работы нашего художника. Все эти работы, они здесь есть, мы вам их представим отдельно. Что удивляет в его работах? Он может в маленьком сюжете показать огромный накал сражения. И он целые полотна разворачивает этого сражения, чтобы показать весь масштаб. Но при этом уникальность художника, его работы в том, что даже показывая эти образы и эти сражения, он не упускает детали, говорящие о многом. И национальную одежду. И надо же, в том же сражении мы видим сюжет, где он показывает женщин, которые вышли просто напоить солдат, которые сражаются, своих земляков, и костюмы, которые на них, и шапочка с орнаментами, и костюм с ажергиш, о переднике сейчас стали говорить. То есть он и детали замечает, и он образы показывает, ведь он был
прекрасным портретописцем. Вы посмотрите, какие портреты он создавал. Это образ Дашлыко Мальсагова. Они были просто вот замечательными друзьями, коллегами. И даже вот в депортации, когда Гази Магомед Даурбеков на время перестал писать, они общались с Дашлыко. Он из Кустанайской области писал Дашлыко и объяснял причину, почему он не может творить. Он говорит, годы пройдут, и меня поймут, почему я не мог рисовать. Что случилось со мной. То есть он тяжело пережил эту трагедию депортации. Но он уже, получается, после возвращения... Но, тем не менее, да? буквально спустя несколько лет уже в Кустанайской области все признали Гази Магомеда Даурбекова. Стенограф, мастер декораций стал признанным в Кустанайском театре. И он к спектаклю вот видных европейских драматургов делал такие декорации, что просто не было выбора, к кому обращаться, только к нему. И в центре города он создавал и статуэтки, и вот образ мальчика с рыбкой в руках, это вот был фонтан в центре Кустаная, тоже по его эскизу был создан. Его пригласили в музей, и он создает образы героев как гражданской, так и Великой Отечественной войны. Это в Казахстане, да? Да, в Казахстане. То есть он и здесь создавал, и он здесь передавал эпоху, сражения. Ну, необъятные такие материалы он оставил вообще нам в наследство. Ну да, это я вижу большое количество материалов. Это все образы, которые были зафиксированы им, зарисованы в Горной Ингушетии, когда он вместе с археолого-этнографическими экспедициями выезжал. Вот видите, картина Даурбеков передает Цуцаева Хасана, музыканта, и эта картина была представлена тоже на той Олимпиаде, о которой я говорила, и получила признание видных таких экспертов. То есть эти картины можно просто вот, смотреть и открывать для себя огромную работу нашего художника и удивительного человека, благородного, по сути. А известны ли воспоминания современников о творчестве Гази Магомеда Даурбекова? Есть ли что-то у нас? Ну, вот о Гази Магомеде Даурбекове, когда говорят, вспоминают, каким он был легким в работе, в общении, как он создавал вот, целые вот картины, рисунки, и тут же отправлял их в мир, как бы отпускал их в мир, и снова к этой теме не возвращался. Да, он писал и очень серьезные работы. Так, например, он был иллюстратором книги Хаджи Мурат, на книге, которую написал Лев Николаевич Толстой, перевел ее на ингушский язык на латинской графике Шадиев, а иллюстрировал ее именно Гази Магомед Даурбеков. Вы знаете, как он очень тонко, но буквально через всю книгу сумел содержание книги передать через рисунки. Как он образы показывал. Он был иллюстратором нескольких таких видных книг. И нужно отметить, что после возвращения на родину его в числе первых принимает на работу в музей краеведения Жанет Зязикова. Она знает его как талантливого человека и очень ответственного. Принимает и Мурада Базоркина, это был первый профессиональный историк. И вот начинается его работа снова над темой гражданской войны, снова над темой Великой Отечественной войны. Ведь были и оставались образы, о которых надо сказать. И вот он изображал их, получается, передавал, на бумаге, да? как будто вот они находятся с ним в общении. Он знал очень многих участников и гражданской войны, и Великой Отечественной войны. Его знали многие, он был необыкновенно талантливым человеком. Но вот все-таки работают они, создавая фонды гражданской войны и в Чечено-Ингушском краеведческом музее. Потом их отправляют в командировку, и они работают в Мужичинском музее, тоже над фондами гражданской войны. И я вам скажу, что именно в рамках работы они оставили хорошие материалы. И здесь я тоже нашла некоторые рисунки, которые находятся только в Мужичинском музее, но, к сожалению, сегодня музей без здания, он временно в школе. Но, тем не менее, там остались еще рисунки, которых нет в других местах у нас. И вы знаете, отдельная тема, и тема, о которой отдельно не пишут пока, но вот мы уже издаем скоро каталог, это орнаментальное искусство в его творчестве. Ведь если посмотреть на его работы, будь то на историческую тему, на этнографическую, но вот везде мы видим вкраплениями, что он нет-нет, да показывает эти орнаменты. Вот показывает он просто вот, сюжет в семье, да? Мы видим ковер на стене. Так, показывает он какой-то другой сюжет. Или вот создает эскиз памятника погибшим в гражданскую войну. Или создает он памятник Дашлыко Мальсагову в память о нем.
И здесь же опять мы видим образ орнаментального ковра, Фамильного. который вкраплениями на этом памятнике имеется. Их связывало очень такое душевное родство с Дашлыку. И этот эскиз был создан в память о своем друге. Или вот берем мы книгу Хаджи Мурат, о которой я сказала выше. Так в этой книге мы тоже видим, как орнаментальное искусство его говорит за себя. Он видит орнаменты и других народов, и дагестанских народов, о которых речь идет в книге. И тоже передает, видите, и образы настенных украшений соседних народов. Видите, вот как вписывается вот эти вот орнаменты в оформление жилья. Вы знаете, я сейчас готовлю отдельную работу, каталог под названием «Древние орнаменты» в творчестве Гази Магомеда Даурбекова, куда войдут орнаменты, которые до сих пор нам еще неизвестны, были не открыты еще. Это и из частных архивов, из архива его дочери, внучки Гази Магомеда Даурбекова сегодня проявляют просто удивительный талант. Они живут в Америке, далеко от нас, но их рисунки просто говорят за себя. Они еще покажут нам, что линия Гази Магомеда Даурбекова имеет продолжение. Это внучки. А что касается... Вы знаете, у него был сын Адельгирей Даурбеков, тоже был талантливым от природы. Он просто вот виртуозно писал, он написал портрет своего отца. Но вот в связи с некоторыми такими установками, запретами, которые иногда мы слышим, он оставил искусство, но он был талантливым. Мы бы сегодня о нем знали как о великом художнике. Тоже был талантливым человеком. Здесь я просто хотела некоторые сюжеты показать, зарисовки надгробных памятников, где имелось огромное количество как орнаментов, так и сюжетов, связанных с исламом. Мы видим и надмогильный памятник Хаджи Мураду, который также сделал Гази Магомед Даурбеков, а мы знаем, что он с детства знал арабскую графику, читал арабские тексты, и вот это все он очень четко передает тоже на камне, то есть сознанием и алфавита, и графики, и арабского языка. Но вот хочется отметить и более позднюю его работу, которую он проделал в 60-х, 70-х годах, когда настоятельно ему было дано задание, чтобы он объездил села и города всей Чечено-Ингушетии. Так вот, он был и во всех ингушских селениях, и в чеченских районах, и делал зарисовки ковров. Он выполнил огромную полевую работу. И, выезжая, зарисовывал ковры. Все эти материалы собирались в Краеведческом музее, и эта работа была высоко оценена и отмечена вообще Министерством культуры Чечено-Ингушетии. И вместе с группой авторов начинают работать над каталогом. Руководителем выступает министр культуры Татаев, тексты пишет Шабаньянц, потом иллюстрации готовят Степанов и Туладзе. А мы знаем их как книжных редакторов, но вот полевую работу огромную выполнил Гази Магомед Даурбеков. И нужно отметить, что его работа еще заключалась и в том, что ведь ковры уже на то время начинают устаревать. Появляются дешевые ковры, которые можно покупать, и ему приходится некоторые ковровые композиции восстанавливать. То есть он занимался и реставрацией? Конечно. Нет, он восстанавливал весь рисунок, всю композицию ковра. Вот как нам рассказывала искусствовед и Хава Акиева не раз, он, если видел часть ковра, то, зная закон создания ковра, он воссоздавал его композицию. Как будто собирал полностью. пазл, да? Затем все эти полевые материалы обрабатывались, и Степанов очень много работал именно над этим участком работы. И вышел вот этот каталог в 1974 году. Он был очень признанным таким, и сегодня пользуется популярностью. И в этой работе принимал участие Гази Магомед Даурбеков. Какой вклад, по вашему мнению, оказало творчество Даурбекова на зарождение или продолжение изобразительного искусства в нашем регионе, в Ингушетии? Вы знаете, у истоков изобразительного искусства нашего народа стояли профессиональные художники. Хаджибекар Ахриев, Гази Магомед Даурбеков. Они были и коллегами, и друзьями. Они просто вот, прошли через эту жизнь очень красиво, но очень глубоко, думая о жизни, о развитии изобразительного искусства.
И своим отношением к искусству, своими трудами, работами, они в наследство нам оставили огромную информацию об истории, о культуре, об искусстве народа. И продолжением тому служит то, как за ними пошли другие художники. Зайнеп Магомед-Тагировна, мы видим то, что вы располагаете огромным количеством материала по Гази Магомету Даурбекову. Желаем вам успехов в публикации каталога. Благодарим, что пришли. Спасибо. Творчество Гази Магомеда Даурбекова стало отражением целой эпохи, а его работы по сей день сохраняют память о нашем культурном прошлом. С вами были архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!